И вот такая небольшая информация. Если вы мечтаете выиграть 100 тысяч или 50, или согласитесь хотя бы на 25, или вас даже устроит 10, тогда спешите приобрести билеты мгновенной денежной лотереи РЛ «Надежда». И сегодня у нас в студии находятся люди, которые, наверное, лучше всех в этом городе расскажут об этой лотерее, потому что они ее крестные отцы и организаторы. Это председатель городского совета ФСО «Россия» Мельник Яков Игнатьевич, он же начальник оперативного штаба по проведению мгновенной денежной лотереи РЛ «Надежда», и зам председателя горсовета ФСО «Россия» Зюмченко Василий Петрович, член штаба по проведению лотереи. Итак, любители легкой наживы, информация для вас. Уважаемые нерюнгринцы, постановлением городского совета народных депутатов от 13 февраля 1991 года за номером 394 было принято решение о проведении мгновенной денежной лотереи, которая получила наименование РЛ «Надежда». Вот эта лотерея перед вами. Значит, это лицевая сторона ее, на котором изображена, значит, символическая голова оленя. Вот. И с обратной стороны на этой лотерее имеются правила игры и пользования этой лотереей. Лотерея была изготовлена в Германии. Вот. Она мгновенная называется потому, что играющие во время игры удаляют покрытие вот этой пленки, где имеется 6 квадратиков. Если будет в 3 квадратиках после снятия пленки одинаковая сумма, значит, этот выигрыш считается, эту сумму играющий выиграл. В чем преимущество нашей лотереи перед теми лотереями, которые проводились уже ранее в нашем городе? Дело в том, что эту лотерею закладывал в выигрыши компьютер. Вот. Выпущено таких билетов 2 тиража. В каждом тираже по 1 миллиону билетов. Притом компьютер рассчитал таким образом, что в лотерее на 1 миллион билетов 250 тысяч билетов выигрышных. То есть каждый 4-й билет выигрышный. Значит, в билете имеются выигрыши от 100 тысяч и до 5 рублей. Все эти, значит, количество, сколько выигрышей нашей лотереи будет опубликован в газете «Индустрия Севера», буквально, который выйдет 11 числа в номере. Кроме того, мы располагаем обширной программой по рекламе. У нас выпущено порядка 5000 листовок, всевозможных плакатов рекламных, где будут, значит, отображены, будет показано, куда пойдут наши выигрыши на этих плакатах. Значит, выигрыши, товарищи, всего на изготовление этой лотереи запланировано потратить 12 миллионов рублей на оба тиража. Значит, 8 миллионов уходит на изготовление, оплату распространителям, то есть, согласно сметы утвержденной, уходит 8 миллионов рублей. Планируется прибыль порядка 3 миллионов 800 тысяч рублей. Из них, да, товарищи, нужно сказать, что лотерея, вот, покупатели, когда будут приобретать, на ней написано 5+1, то есть 1 рубль идет на благотворительные нужды нашего города. По результатам лотереи, когда она кончится, половину суммы от прибыли, то есть около 2 миллионов рублей, будет направлено городскому совету народных депутатов. Из этих средств часть денег, то есть все деньги пойдут на благотворительные нужды нашего города. Значит, целевым назначением будет выплачена сумма 2 школам-интернатам. Часть денег пойдет на улучшение здравоохранения, на улучшение народного образования. В частности, часть денег пойдет на создание нормальных условий для работы школы бокса
где работает наш тренер, который уже воспитал много спортсменов высокого класса, товарищ Размахнин. Также часть денег пойдет на реконструкцию лыжной базы, нашей базы лыжной «Снеговик». Товарищи, я вам должен сказать, что наша лотерея по срокам немножечко опоздала по вине заказчиков, по вине исполнителей, вернее. Вот. Мы должны были ее начать в июле и до октября закончить. Но в связи с тем, что она только нам поступила сейчас в город, значит, сроки ее действия переносятся где-то примерно до 1 апреля. Ежели мы не закончим распространение, значит, сроки будут перенесены еще дальше. Так что, прочитав на обратной стороне лотереи, здесь написано срок ее действия до 1 февраля. Значит, товарищи, все это переносится. Вот. Кроме того, здесь написано, что крупные выигрыши 500 рублей и свыше будут выдаваться в Сбербанке. Это не так. Значит, пересмотрели, значит, кто выиграл 500 рублей и свыше, кабинет номер 215, телефон 4 32 46, где располагается штаб по проведению этой лотереи. Вот. Там будет проверяться достоверность этой лотереи и моментально выплачиваться выигрыши вплоть до 100 тысяч рублей. До 100 рублей включительно вы можете получить мгновенно у ваших распространителей, то есть там, где вы приобрели эту лотерею. Также самое у нас реклама изготовлена была тоже, что до октября месяца будет проводиться лотерея. Значит, товарищи, в рекламе много, поэтому, значит, договоримся, что в рекламе отображено так же самое по 1 апреля. Вот, вот примерно вот такая наша, товарищи, лотерея. Ну, хотелось бы также сказать, чтобы, то есть, что средства все, буквально, да, та часть, вторая половина средств, 2 миллиона, будет направлена на дальнейшее развитие физической культуры в нашем городе. Вот, в частности, запланировано строительство и открытие первого в городе бильярдного клуба. Вот, мы выйдем на Москву, помогут нам приобрести большие клубные столы, вот, оборудуем по последнему слову техники вот этот бильярдный клуб и сделаем хороший в городе первый бильярдный клуб. Так что, товарищи, следите за рекламой, пожалуйста. Мы вас приглашаем всех буквально принять участие в нашей лотерее РЛ «Надежда». Всем вам успехов и удач в этой игре. Товарищи, а сейчас я хотел бы вам представить нашего члена штаба по проведению лотереи, заместителя председателя городского совета ФСО «Россия», товарища Зюмченко Василия Петровича. Уважаемые нерюнгринцы, несколько слов о том, где можно будет приобрести лотерею. Значит, лотерею планируется распространять. Будут, значит, распространять в магазинах Орса, значит, в киосках Союз Печати, на спортивных комплексах, имеется в виду спорткомплекс «Шахтер», спорткомплекс «Богатырь», в спортивных залах, на зрелищных мероприятиях, аэровокзале. То есть там, где могут быть люди, которые заинтересованы в том, чтобы вложить деньги в благотворительную акцию. Значит, желающие организации, желающие сделать подарок своим работникам к Новому году, могут приобрести лотерею за наличный расчет. Если возникнут какие-то вопросы по поводу приобретения лотереи по безналичному расчету, можно обращаться в 215 кабинет здания горсовета, телефон 4 32 46 4 17 50. Несколько слов о распространителях лотерей. Мы обращаемся к учителям физкультуры, тренерам, значит, инструкторам-методистам на предприятиях с тем, чтобы они помогли нам в распространении лотереи. Значит, надо явиться к нам в 215 кабинет, чтобы мы заключили с ними договора и оговорили условия. Условия оплаты таковы. Распространителям выплачивается 2% от суммы реализации. То есть
За каждый реализованный билет распространитель получает 12 копеек. Еще несколько слов. Значит, хотелось бы, чтобы профсоюзные комитеты, которые могут у нас также приобрести лотерею по безналичному расчету, к Новому году подарки детей вложили бы хотя бы по одной лотерейке. Это будет очень интересно детям. Это хорошая идея. Вот и все. Желаю удачи в лотерее «РЛ Надежда».